На ТНВ субботний выпуск новостей Татарстана. В студии Алексей Калиничев. Здравствуйте. Вот о чем расскажем. Терпение и труд – вот их формула успеха. День химика, праздник, можно сказать, в Нижнекамске в каждой семье. Как в республике отметили День химика. С подробностями из Нижнекамска Зарина Ахметова. Прощай, любимая школа. Как в республике прозвенел последний звонок, услышала и Альбина Аслгараева. В лучших традициях русских гуляний. Великолепно. Отдыхаем по полной. Как караван объединил тысячи людей со всей страны. Какие сюрпризы им подарил, увидел Сергей Хайдар. Почему все дороги ведут в Татарстан? Как наш министр сказал, вдруг, если вам здесь понравится, welcome, please, пожалуйста. А тех, кому президент предлагает работу сам лично, Алия Хайрудинова. Золотые руки Татарстана на золотом пьедестале. Наша республика заняла первое место на национальном чемпионате WorldSkills Rush. Он завершился накануне поздно вечером. Наши ребята заработали 447 баллов, опередив Москву и Московскую область. Это была очень важная и нужная победа. Ведь в августе Казань принимает уже мировой чемпионат. 91 компетенция, 1500 участников, 1200 экспертов и 83 региона России. Пожалуй, такой масштабной репетиции к мировому WorldSkills еще не было. Такие соревнования, безусловно, повышают авторитет человека труда. Это слова президента Рустама Минниханова, который сегодня приехал на Казанский вертолетный завод, где завершился форум рабочей молодежи. Участники, а это 300 человек из 56 регионов страны, говорят о возможностях, которые сейчас так нужны. Все их предложения войдут в документ, который уже назвали Казанским планом действия. С молодыми профессионалами своего дела встретилась Алия Хайрудинова. Когда наш корпоративный план не бьется с региональным. Хотелось бы, чтобы в этой программе появился отдельный пункт – это работающая молодежь. Подобные практики нужно будет, наверное, в составе Росмолодежи все-таки транслировать и показывать именно руководителям. Престиж рабочих профессий, престиж инженерных профессий. Работающая молодежь – это на сегодняшний день может быть классом развития нашего государства. Возможно, у Республики Татарстан есть какой-то положительный, уникальный опыт решения этого вопроса. Если не лимит времени, вопросов было бы больше. Татарстану есть чем поделиться. Наставничество, развитие рабочих профессий и даже первое место на чемпионате WorldSkills Russia – все в копилку положительного опыта той самой работы с рабочей молодежью. В ближайшие 2-3 года мы полностью перейдем на международный стандарт. Что это международный? Это уровень, это и перспективы, и все остальное. Я на Еврокоптере был недавно, приглашали на Еврокоптер. Мы достойны, мы не хуже, мы лучше. Вы можете поехать на КАМАЗ, какие процессы там идут. Илья Быков в числе участников форума рабочей молодежи впервые после института на завод с форума «Новые идеи», которые сейчас кажутся невероятными. Я пока не разговаривал с управляющими, поэтому не могу сказать, насколько они действительно, по крайней мере, мне лично кажутся таковыми. Результат форума – Казанский план действий, стандарты по работе с молодежью. Финальная точка форума будет поставлена вечером. Именно тогда будут определены грантообладатели. 20 миллионов рублей будут распределены на реализацию проектов рабочей молодежи. От Воронежа спасибо форуму за новых друзей. Спасибо за гостеприимство Республики Татарстан от Архангельской области. Всем привет из Тагила, это отличный опыт. Новосибирск тоже рад поделиться опытом с Татарстаном. Татарстан, без булдырабыс. Алия Хайрудинова, Ильшат Мухаметов, ТНВ, Казань. А им еще только предстоит выбирать дорогу и определить свою профессию. Белые банты, школьная форма, разноцветные шары и строгие костюмы. В таком антураже сегодня весь Татарстан и не только. У 15 тысяч выпускников республики последний звонок. Как он зазвенел, в их сердцах услышала и Альбина Аслгараева. За те годы учебы впереди распахнутые двери. Школьный вальс в стенах Казанской школы номер 33. Учебное заведение открылось ровно 11 лет назад. Сегодня выпускаются те, кто впервые пришел сюда первоклашками. За эти 11 лет мы стали очень близкими друг для друга.
И буду скучать по каждому из нас, по учителям. Было все. И с уроков выгоняли тоже. Ну, не знаю, как сказать конкретно что-то такое яркое, такого нет, наверное, потому что в нашей школе каждый день интересен, как праздник, честно. Эти дети пришли, когда еще школа строилась. Мы вместе рождали традиции, все наши праздники, все наши какие-то замечательные события первыми проходили именно с этими детьми, которые сегодня выпускаются. Переливы последнего звонка в этом году услышали 1910 выпускников набережных Челнов. Праздник прошел во всех 68 школах Автограда. Вторую татарскую гимназию закончили 46 учеников, среди них Лиана Бахтеева, победительница проекта «Айдана ТНВ». Она активист и достойный выпускник своей школы. Конечно, каждому желаю удачи. Наверное, моя задача немного облегчилась благодаря конкурсу «Айдана ТНВ». И думаю, мои соучастницы будут также со мной согласны. А остальным я желаю хорошо сдать экзамены и поступить в те вузы, которые они желают. Смешались самые разноплановые личности. Это об учениках 25-й Альметьевской школы имени 70-летия нефти. В этом году здесь юбилейный 5-й выпуск. Его называют «золотым», потому что у 11-классников нет ни одной тройки. Среди них много тех, кто планирует окунуться в нефтяную профессию и вернуться в родной Альметьевск. У меня родители, бабушка, дедушка, вся семья геологи. Вот решил тоже продолжить свою линию. Но он же все-таки родной. Из-за этого тут родные, близкие, город все-таки развивается. Торжество отметили и в мамадышских школах. Лицей номер 2 имени академика Валиева в числе передовых. Здесь успевают в учебе, в спорте, в общественной жизни. Лицеисты являются лидерами по количеству победителей республиканских предметных олимпиад. В этом году школа прощается с 49 учениками. Очень волнительный день для меня, потому что вот прошло 11 лет, я выпускаюсь. Скажи, зачем ты ходишь в школу, а вы скажите мне, друзья. Рады вступить во взрослую жизнь сегодня и выпускники Елабуги. Торжественная линейка в городской школе номер 1. Девушки в белых бантах, юноши в костюмах. Все торжественно, при этом очень уютно. Двойственное чувство, и грустно, и как-то весело, то, что мы уходим, но все равно будем как-то скучать по школе. О том, что 11 лет крупица в море, познали на себе выпускники Нижнекамска. Еще недавно вместе с родителями они несли букеты первому учителю. И вот сегодня вместе прощаются со школой, будто и не было этих 11 лет. Однажды мы сбежали из школы из окна, и было очень весело. Нас поймали. Учителя ругали? Ну да. Будет очень и много вспомнить от всего. И жалко, вот, конечно, что вот уходим, и в учителях и не сомневались, и то, что мы будем хорошими, послушными и в дальнейшей жизни и добьемся многого. Слезы грусти и радости сегодня во всех 28 школах Бугульмы. По давней традиции на празднике первоклассники поздравили выпускников, а самые творческие ученики показали музыкально-театрализованные композиции. Дорогая наша школа, мы тебя благодарим за любовь и за заботу. Всем спасибо говорим. Оставляя за собой только школьные деньги и ни капли сожаления. В Казанском лицее имени Лобачевского при КФУ поздравления выпускники услышали от председателя Госсовета Фарида Мухаммедшина. Желающие поступить в вузы страны, дороги открыты, возможности есть. Те, кто будет продолжать учиться, выполняя эти добрые традиции, заложенные теперь в этом лицее, быть самыми лучшими учениками Казани и Республики Татарстан. 15 тысяч выпускников республики прощаются со школой в этом году. Расставаться придется, но пока еще не скоро. Через пару дней в Татарстане стартуют первые серьезные экзамены. Альбина Слугараева, ТНВ, Казань, Челны, Елабуга, Мамадыш, Альметьевск, Бугульма и Нижнекамск. 90 студентов Татарстана получили сегодня госстипендию за отличную успеваемость, победы и призовые места на конференциях и олимпиадах. Это 33 тысячи рублей для аспирантов, 27 для студентов вузов и 16 тысяч рублей для студентов СУЗов.
Обвиняемых по делу об убийстве студента из Чада Руслана Архипова и Романа Халилова присяжные признали виновными по всем эпизодам и не заслуживающими снисхождения. Максимальное наказание, которое за это предусматривает законодательство, пожизненное лишение свободы. Виновными, но заслуживающим снисхождения признаны Адель Аскаров, ранее обвиняемый в размещении в интернете экстремистских материалов, а Ростислав Малахов, обвиняемый в этом же, невиновным. Продолжатели дела самого Менделеева сегодня в республике отмечают День химика. 7-й год подряд центром празднования стал Нижнекамск. В Химграде собрались ветераны, работники и руководители нефтехимических предприятий Татарстана. Напомним, что республиканские комплексы сейчас крупнейшие в Европе. И каждый год они представляют на рынках новую конкурентоспособную продукцию. Лаборанты и аппаратчики, диспетчеры и операторы. Каждый из них важнейший элемент в формуле успеха нефтехимической отрасли республики. Сегодня они отмечают свой праздник – День химика. С результатами работы предприятия нефтехимии Татарстана ознакомился сегодня Рустам Минниханов. Он отметил, что именно эта отрасль сегодня задает темп развития республики. Химия, нефтехимия – это точка роста нашей республики, это будущее нашей республики. И то, что вот мы видим молодежь, которая занимает передовые места в нашей стране, будет участвовать в чемпионатах мира. Это та база, которая у нас есть сегодня, это наша гордость, это наш потенциал. А ведь еще впереди еще более масштабные проекты, которые основаны на самых современных достижениях в нашей отрасли технологиях. Поэтому я хотел бы пожелать вам добра, конечно, огромной силы, моральной, физической и крепкого здоровья. Нашей отрасли 35 лет. И первыми наградили ветеранов. Среди них Валерий Спиридонов. Более 30 лет он работает на ТАИ ФНК. А значит, с легкостью может сказать, каким должен быть настоящий химик. Я очень рад, что мой многолетний труд оценили. В первую очередь это ответственность, трудолюбие и любить свою работу. В этом году праздник для химиков двойной. 150 лет прошло со дня открытия периодической таблицы Менделеева. Сегодня дело отца науки продолжают флагманы нефтехимии республики. К ним относится и АО «ТАИ ФНК». Из года в год предприятие показывает хорошие результаты. Компания «ТАИ ФНК» перерабатывает в год 8,3 миллиона сырья. Из них 7,3 миллиона – это нефть и 1 миллион тонн газовый конденсат. Глубина переработки по итогам 2018 года составляет 75%. Почетное звание «Заслуженный химик Татарстана» получили сегодня 15 человек. Это работники таких предприятий, как «Казаньоргсинтез», «Нижнекамск нефтехим», «Танека», «ТАИ ФНК» и других. Для Сергея Комарова такая награда стала большой неожиданностью. Работаем, делаем свое дело. Как-то, конечно, когда все это мне сообщили, конечно, для меня неожиданностью было. Сегодня же Нижнекамск принял эстафету флага WorldSkills. Зарина Ахметова, Данил Филатов, ТНВ, Нижнекамск. На День химика долгожданная квартира в Нижнекамске на 160 счастливых семей стало больше. В городе сдали новый многоквартирный дом. Новоселы, участники программы социальной ипотеки, работники бюджетных организаций и предприятий. Квартиры сдаются в чистовой отделке. Во дворе детская площадка, строится садик. В Татарстане вслед за поликлиниками начнется капремонт стационаров. Сегодня об этом сообщил Рустам Минниханов. Специально для этого будет создана республиканская программа. Одновременно с ней инициируется и вторая. Она коснется уже ремонта и благоустройства дворов. Работы будут проводить с учетом опыта обустройства парков. Как и тогда, Рустам Минниханов поручил ведомствам проработать возможность самим татарстанцам выбрать, какими станут дворы. Я думаю, что и та, и это, они достаточно затратные, но они очень важны. Поликлиники это мы сделали, а вот стационары в сложном положении. А что касается дворов, это тоже очень востребовано. Поэтому давайте ударно поработаем.
Завтра, 26 мая, по Татарстану пройдет предварительное голосование «Единой России». Здесь определяют кандидатов в кандидаты на осенние выборы в Госсовет. Участников праймериз 222 человека. Прежде чем попасть в списки, они провели почти 2000 дебатов. Завтра повсеместно будут работать 460 избирательных участков. Они откроются в 8 утра и ждут избирателей до 8 вечера. Проголосовать может каждый по месту регистрации. Свой участок можно найти на сайте предварительного голосования. Здесь появился специальный сервис. Если у вас возникнут вопросы, круглосуточно можно обратиться в ситуационный центр по номеру, указанному на экране. На своем участке избиратели получат по 2 бюллетеня. За кандидатов проголосуют по одномандатному и единому избирательному округам. Жители республики могут определить, поставить галочку, либо другим каким-то знаком, обозначить всех тех участников предварительного голосования, кто будет в бюллетене и кому они могут доверить свое будущее. Это не обязательно один человек, это могут быть 1, 2, 10, 15, могут быть все, если кто-то посчитает, что все достойны. Почему татарстанцы пойдут на праймериз и почему так важно участвовать? Об этом мы спросили жителей республики. Это прежде всего мой гражданский долг. Я хочу выразить свое мнение, выбрать тех кандидатов, которые мне близки по духу и близка их политическая точка зрения. У нас сегодня есть уникальная возможность понять, кто будет представлять интересы людей на разных уровнях власти. Голос каждого человека важен, и это моя непосредственная гражданская позиция. И я думаю, что вот мой голос будет решать. Возможно, мой голос будет решающим. Именно мы выбираем наших кандидатов. Я призываю всех друзей и знакомых проголосовать и сделать свой выбор. Мы узнаем, насколько человек достоин этой чести, нашего голоса, и насколько правдив наш выбор. Если мы сейчас сами не сходим и не выберем, то будущее не за нами будет. Первый пошел. Сегодня в речном порту Казани заработала туристическая навигация. «Метеор» с первыми пассажирами отправился в Болгар. Пока это пробный рейс, регулярные заработают в Свияжск 27 мая, в Болгар 1 июня. По первому направлению «Метеоры» будут ходить по 4 раза в день, по второму 2 раза. Напомним, открытие туристической навигации планировали на первые числа мая. Срыв произошел из-за обмеления Волги. Если все удачно покажет, что никаких проблем для движения скоростного флота не существует по навигации по воде, по уровню воды, так будем говорить. После этого с 1 числа организовываем полностью регулярные рейсы, каждодневные. Решили отправиться в такое небольшое путешествие, посмотреть достопримечательности местные на «Метеоре». По совету сестры, она у нас живет в Казани, сказала, очень красиво. Под куполом неба Казань-арена вновь стала местом встречи тысяч мусульман. Сегодня она принимает 7-й республиканский ифтар. Ждут 15 тысяч верующих. С минуты на минуту под открытым небом начнется коллективный намаз. Здесь находится и наш корреспондент Рамиль Шайдулин. Рамиль, здравствуй. Как ты думаешь, чем запомнится этот вечер для мусульман? Мужчина? Да, добрый вечер, Алексей. Наверное, этот ифтар запомнится в первую очередь долгожданным возвращением на стадион Казань-арена. Напомню, 2 года он проходил в Академии тенниса. И вот снова огромный стадион. Тысячи мусульман станут сегодня на общий намаз и столько же примут участие в ифтаре. Некоторые приходят с семьями. Вот, например, скажите, пожалуйста, вы пришли с семьей, как вас зовут? С которой должны принимать участие уже в ифтаре и Добрый вечер, меня зовут Халилов Наиль. Мы уже 3-й год в ифтаре. То есть нам особенно здесь, в Казань-арене, очень нравится ифтар, поэтому с удовольствием пришли в этот большой праздник. Вот, спасибо большое. Вот, приходят целыми семьями, действительно. Сейчас они все занимают места и вскоре встанут на общий намаз. 1000 мусульман, 1000 единоверцев. Единым порывом встанут в служение Всевышнему. А сразу после всех ждет, конечно же, разговение. Вот там под стилобатом стадиона. Для них приготовлено угощение. Конечно же, плов, конечно же, это фрукты и, конечно же, национальные татарские сладости. Ну, а мы ждем призыва на намаз, и пока на этом у нас все.
Алексей. Спасибо, Рамиль. Это было прямое включение из Казань-арены. Мы продолжим. Сегодня утром Рустам Минниханов поздравил всех с праздников русского фольклора «Каравон». Татарстанцы по праву могут гордиться тем, что в республике удалось сохранить и приумножить то неприходящее культурно-языковое и духовно-религиозное богатство, которое было накоплено за долгие века мирного сосуществования и взаимообогащения русской, татарской и других национальных культур, говорится в поздравлении президента. Народные песни, танцы, ярмарка, промыслов и забавы в лучших традициях русских гуляний. Так сегодня в селе Никольское стартовал «Каравон». Этот фестиваль русской культуры собрал в Лаишевском районе больше 20 тысяч туристов. Рязань, Ярославль, Ульяновск. Показать свою удаль приехали лучшие ансамбли народного творчества со всей страны. Кому «Каравон» подготовил сюрпризы и как выглядит главный хоровод Татарстана, увидел Сергей Хайдаров. На фестивале «Каравон» царит просто необычайная атмосфера. Всех гостей фестиваля встречают народные ансамбли, которые поют абсолютно разные песни. Вы можете посмотреть, все они демонстрируют свое творчество, и выглядит все будто конкурс среди этих ансамблей. Все они ждали «Каравон». Этот праздник народного фольклора уже с самого утра собрал больше десятка тысяч гостей со всей страны. Поют все от мала до велика. Я очень громко пою, и мне очень нравится. А почему поешь именно русские народные песни? Потому что я русский христианин. Народ сочиняет, мы поем. Это оружие ближнего боя. Речь о частушках, они сегодня в Никольском доносятся отовсюду. Каравон наш праздник славно, веселится стар и млад. Возрождаем мы культуру, вот чем край наш так богат. Ярославль, Тула, Ижевск на сцене свое творчество показывают народные ансамбли со всей страны. Для них это что-то вроде батла. Кто задорнее, тот и круче. Отлично, очень гостеприимно. Очень красиво здесь у вас, хорошие люди добрые. Очень приятно нам здесь. Пока одни поют и танцуют, другие на ярмарке торгуют, покупают, обучаются ремеслам. К примеру, здесь можно сделать игрушку из глины. Вы уверены, что я смогу это сделать? Вы у меня все сможете. В это время на центральной площадке развернулся самый большой хоровод Татарстана. Он и есть главное олицетворение праздника. Но «Каравон» — это не только песни и танцы. В первую очередь это преемственность и традиции. И на традиции держится лучшее передовое. И то, что из поколения в поколение передается людьми, детям, внукам и так далее. Без традиций, мне кажется, народ умирает. «Каравон» не умрет никогда, об этом говорит хотя бы количество гостей. Только в этот день Никольска могут разом посетить 20-25 тысяч туристов. Первый раз на «Каравон». Очень нравится, очень душевно, замечательно. Погода не подвела. Ой, да вас не привидела. Как настроение на «Каравоне»? Великолепно. Отдыхаем по полной. Сюрпризы сегодня ждали и ансамбли народного творчества. Лучших из них сегодня наградили. Кому 100, 200, а кому и 500 000 на развитие. Поддержка есть, а значит, культура будет жить. Сергей Хайдаров, Андерсен Тальцев, ТНВ, Лаишевский район. У меня на этом все. Все самое интересное в интернете за прошедшую неделю в нашей постоянной рубрике «В сети» с Арманом Костаняном. Я же с вами на этом прощаюсь. До следующего выпуска в 21:30. Всего вам доброго. Всем привет! 25 мая, последний звонок. Отпускаем вас во взрослую жизнь. И пусть у вас... Ну, вы все помните эти слова, это уже все слышали и видели. А мы с вами сейчас посмотрим самое интересное, что происходило на последних звонках и многое другое. Это рубрика «В сети». Начнем. В Омской гимназии во время последнего звонка в актовом зале рухнула штукатурка.
Причем дети не ушли со сцены, а продолжали свое выступление, а штукатурка продолжала сыпаться и сыпаться. Вот что значит, когда выпускники на ремонт школы не скинули деньги. А наши казанские выпускники культурно гуляли на улице Баумана, куда, кстати, вновь вернулись любимчики публики. Парадис в Казанском Кремле устроил встречу Дмитрия Губерниева с нашим президентом. Добрый вечер всем поклонникам спорта! И с вами Дмитрий Губерниев, и мы идем прямой репортаж прямо из родины Эчпочмаков и Губудиюшек, из города Казань. И мы слышим, как из стадиона доносятся лозунги: «Давай, Рустам Абый родной, весь Татарстан с тобой!» А ведь в Татарстане всегда так. Народ попросил, президент сделал. Шо, конечно. Жара там. Именно так у нас испокон веков и повелось. Народ попросил, президент сделал. Ну и сразу же перейдем к нашей традиционной рубрике «В сети с президентом». Рустам Минниханов поздравил делегацию Татарстана с победой на Всероссийской студенческой весне. Принял участие в открытии национального чемпионата WorldSkills и дал старт строительству нового авиазавода, где будут собираться вот такие красивые самолетики. А также Рустам Минниханов наконец-таки ответил, почему он каждое утро выкладывает фото Площади Свободы. Во-первых, так я здороваюсь со всеми. Во-вторых, всем же интересно, какая погода в Казани. Именно поэтому вот вам ролик из этих фотографий. И тут видно, как меняется погода в Казани за весь год. А теперь скандалы, интриги, расследования. Лебеди организовали акцию по защите озера от людей. Нет, а что? Все правильно. У человека шапочки нет, справки о том, что здоров, тоже нет. Все не допущено. А сейчас топ-тем, которыми больше всего интересовались татарстанцы на этой неделе в Яндексе. На первом месте Евровидение. А точнее, Евровидение на первом месте, а наш Сергей Лазарев на третьем, к сожалению. Вторую строчку занимает сериал «Игра престолов», который наконец-таки закончился. И мы счастливы, друзья. Замыкает топ-тем премьера фильма «Джон Уик», боевик с Киану Ривзом. И напоследок вам Нюша, которая поет татарскую песню «Зенгер Таман». Будьте в сети, друзья. Пока. Здравствуйте! 26 мая погода в Татарстане будет солнечной и теплой. Местами возможны дожди, ветер будет порывистым. Более подробнее после небольшой информации. Вам нужен шкаф-купе. Качественный, недорогой и по вашим размерам. Данил Мастер исполнит ваше желание. Успейте заказать со скидкой 20%. Данил-мастер.рф. Телефон 2 167 166. По данным сервиса Яндекс.Погода, на юго-востоке в Бугульме, Бавлы, Азнакаево будет солнечно. Температура воздуха плюс 22. На северо-востоке, Нижнекамске, Набережных Челнах, Елабуге синоптики обещают солнечную, теплую и сухую погоду. На севере Татарстана, Менделинске, Агрызе, Менделеевске без осадков и также 22 градуса выше нуля. На северо-западе, Варске, Кукмаре, Балтасе осадки не ожидаются, будет тепло. На юго-западе, в Болгаре, в Буинске, Держаном переменная облачность, местами возможен дождь и 20 градусов со знаком плюс. В центральных районах Чистополе, Альметьевске, Мамадыше солнечно и сухо до 23 градусов. В последующие дни сохранится такая же погода.
Федеральная сеть медицинских центров «Доктор Ост». Лечение самых сложных заболеваний позвоночника и суставов без боли и хирургического вмешательства. За 10 лет в 10 городах России врачами клиники отменено более 10 тысяч операций. Артрит, артроз, остеохондроз. Болезни суставов могут надолго выбить вас из колеи. Выход есть. Современные технологии и эксперты клиники «Доктор Ост» помогут справиться с этими проблемами без боли и операций. Запишитесь в «Доктор Ост». Вы постоянно смотрите в монитор. В глазах песок и жжение. Инновационный комплекс «Оптимаг» защитит сетчатку глаза от вредного излучения. «Оптимаг». Смотри на мир легко. Спонсор прогноза погоды – инновационный комплекс для защиты и улучшения зрения «Оптимаг» от группы компаний «Биотек». «Оптимаг» – смотри на мир легко. В Казани ожидается переменная облачность, днем местами возможен дождь. Температура воздуха 20-22 градуса. Ветер южный порывистый. Атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха 45%. В магнитном поле Земли без заметных возмущений. О погоде все. В студии была Лейла Латыпова. Хороших выходных в кругу близких. До свидания.